далее. Эпиграф из Бродского: «Потому что искусство поэзии требует слов». Ибо поздно петь боржоми, когда настигнет. Если теплым живым застало тебя врасплох, то считай, что попал на зуб самой страшной силе, неуемной, слепой, сокрушительной силе слов. То безвольной ветошью легкую я порога, то сломал хребет в беспощадных ее руках, потому что если слово, оно от Бога, то словечком в рифму ловушка для дурака. И чем яростнее сечешь ее, прижигаешь, раскаленной сталью, обидой, мечом, багром, безнадежней, глубже, больнее врастаешь внутрь ее непарным кривым ребром. Потому что впредь, изувеченной этой жаждой, забыв в иных источниках благодать, будешь принят тем, кто сам лишь тому же страждет, и отвергнут им же, если не сможешь ждать. Потому что там, где новой вкусившей воли привыкаешь кричать на вынос и петь вразвес, понимаешь, если что-то в жизни и звать любовью, то вот это, как ни жестоко, оно и есть. Я хотел бы в качестве не замминистра здесь сегодня выступить, а как любитель поэзии, пускай так. Но мне очень приятно, что такой талантливый человек, еще и мой земляк, и красивая девушка, к тому же, да? Но так повелось, что в России поэт больше, чем поэт. У нас такие образчики: Пушкин, Лермонтов, мой любимый поэт Есенин, который сказал, что больше, чем поэт. В России поэт или больше, чем поэт? Ну, сейчас очень часто меньше, чем поэт, а она больше. Поэт в России больше, чем поэт. Ну, это для вас. Хорошо, для меня. Помните, как у него, когда он розу белую черной жабы хотел на земле повечать? Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Я думаю, что поэт, вот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, очень сильно добавляет, когда общественное явление пропускает через свой личный талант. Ну, а это мое мнение личное. И, наверное, закончу словами тоже поэта, который сказал, что я могу только любить, могу наслаждаться вашим талантом. Сказать же, как вы прекрасны, как вы талантливы, может лишь вечность одна. Спасибо. Я совсем не оккультист, а наоборот, лауреат первого международного конкурса поющих поэтов и дипломант международного конкурса юмора «Ёшкин кот» Эвелина Куженко. В общем, писала стихи в юности. Мама сверхталантливая, певунья, там все, что можно сказать, все что угодно. Девушка пошла в торговлю по советским временам. Ну и спокойно жила, как более-менее, что-то зарабатывала, она талантливая, все получается. И вдруг она заболела и разорилась. Все, жизни больше нет. Когда девушка подумала, что мне делать, я буду писать стихи. Ну, Зоя подумала, что делать, когда жить больше нет. И стала писать стихи. И оказывается, что она к этому готовилась всю свою жизнь. И теперь у нас в списку есть новый поэт, который живет тоже, как и Таня, в поселке, но только у Киевского района, в Боровом. Эвелина Куженко. Вот, и прошу любить, пожалуйста. Вечер, плачут ивы, дождик моросит, да чего тоскливо нынче на Руси. Ни царя, ни бога, черный дым из труб, в сердце безнадега, да пропитый руб. Ни тепла, ни свет, дали не видать, только для поэта Божья благодать. Душеньку согреем, распотешим кровь, сыпанем хореем, да не в глазах бровь. Бедность не обуза, нам во все века нет милее музы, чем печаль тоска. Не к деньгам ладошку жжет веселый зуд, рви меха гармошка, вышибай слезу. Эх, гуляй, рванина, тревухом об пол. Я не из осины, я из рифмы кол приготовлю ныне, да не поленюсь. Сгинь, беда кручина, просыпайся, Русь, выходи из пьяни, начинай с нуля. Посмотри, бурьяном заросли поля, рви злодея с корнем, да ко всем чертям. Вот тогда и вспомнят
про Россию там. Вот тогда и грянет золоченый дождь, зазвенит в кармане, да не медный грош. Заживет Россия, впереди рассвет, а стихи другие сочинит поэт.